Здравствуйте, меня зовут Лилия Гадель. Я журналист, психолог, переводчик и активист организации, которая называется «Штаб татар Москвы». Где-то 3 года назад я начала общаться с активистами этой организации, а год назад я начала работать в качестве руководителя пресс-службы штаба татар Москвы и освещать деятельность этой замечательной общественной организации. Что произошло за этот год? На самом деле это один из насыщенных периодов моей жизни за последнее время, потому что в течение этого года произошло так много интересных событий, встреч, проектов, благотворительных акций, и о некоторых из них мне хотелось бы рассказать. Деятельность штаба делится на несколько направлений. С одной стороны, это активное участие в жизни старшего поколения, которое живет у нас в Москве. Это совет аксакалов, с которым мы постоянно встречаемся, организуем для них различные мероприятия, встречи, дни памяти, потому что, к сожалению, так получается, что наши дорогие любимые аксакалы уходят, и вот последний год он был одним из, наверное, более трагичных из-за того, что был коронавирус, и мы потеряли несколько человек. Вот, мы встречаемся, мы читаем дга тем людям, кто ушел. Поздравляем их с юбилеями, с праздниками, дарим подарки, книги, печатную продукцию, развозим газеты, журналы, а также благотворительную помощь, особенно вот в такие знаковые периоды в течение года, как месяц Рамадан, как Ураза Байрам или Курбан Байрам, День Победы, конечно. Следующее направление – это работа с молодежью. Здесь я увидела, насколько активно штаб татар старается привлечь молодежь к общественной деятельности, к благотворительности, к каким-то активным действиям и акциям, которые происходят, в принципе, и в стране, и в Москве в частности. У нас есть штаб татарской молодежи, как вы знаете. Кроме того, формируются клубы по интересам. Например, уже дважды прошел турнир по шахматам, и оказалось, что очень многие ребята и девушки играют в шахматы. Совместили два прекрасных занятия. Интеллектуальный ум и природу. Это замечательно. Во-первых, это новые знакомства. То есть как бы все равно, когда собираются незнакомые люди и играют, они как-то взаимодействуют, и вот как бы вот столько людей новых. В игре мы узнали друг друга и приглашаем участвовать вас, дорогие зрители. Очень много студентов приходит на наши мероприятия, и каждое мероприятие, это, можно сказать, состоит примерно на 30% из новичков, из тех людей, кто услышал о штабе татар и приехал к нам в гости впервые, а затем, естественно, остался с нами и дальше общаться, встречаться, работать. У нас есть штаб татарской молодежи, им руководит Тахир Мухаммадинов, и вот в этом году был и турнир по шахматам, и запись видеопередач «Самовар». Сейчас начали выходить новости татар мира. То есть постоянно происходит что-то интересное, что вовлекает и заинтересовывает молодое поколение, и это здорово. Еще я столкнулась с тем, что, оказывается, в Москве очень много молодежи, соблюдающих традиции ислама, практикующих ритуалы исламские, людей, которые держат пост. Для меня это было довольно таким неожиданным результатом общения с молодежью. И это на самом деле здорово, потому что, получается, штаб татар Москвы участвует в возрождении духовной культуры, духовных ценностей татар. Особенно в столице все это очень сложно. Еще одно направление – это благотворительность. Благотворительность, можно сказать, что это такая основа работы штаба татар Москвы. За этот год были десятки благотворительных акций, особенно потому, что был коронавирус и была самоизоляция, была целая цепь событий, которая, естественно, мотивировала нас на то, чтобы мы еще больше занимались благотворительностью, помогали детским домам, помогали собирать детей в школу. И детские дома подшефные у штаба татар есть в Московской области, в Москве, в Агрызском районе Татарстана. Плюс библиотеки. В библиотеке штаб татар Москвы отправляет книги, отправляет татарские книги, отправляет русские книги, газеты.
Очень плодотворно прошли благотворительные акции в течение последних 6 месяцев. Это была помощь для детских домов, для благотворительного фонда «Ярдем», для хосписа имени Анжелы Вавиловой. Также штаб «Татар» выписывает около 16 тысяч экземпляров газет для ветеранов, для пенсионеров и малоимущих людей. Как это делается? Штаб «Татар» заключает договор с различными газетами и журналами и выписывает на 10 человек в каждом городе какие-либо газеты и журналы, выходящие на татарском, на русском языке. То есть, например, в Казани это 20 изданий, это газеты и журналы, такие как «Мадани Жемга», «Безнен Газет», журналы «Гаиля», «Сюмбике», «Магариф», «Шахри Казань», «Идель» и другие печатные издания. Также и в Нижнекамске, Актаныше, Набережных Челнах, Ижевске, Уфе, Агрызе. В общей сложности это 26 печатных изданий, 20 из них в Казани и 6 в регионах. В самом штабе происходят самые разнообразные мероприятия. Это и культурные мероприятия, и духовно-просветительские встречи, и знакомства с учеными, историками, духовными лидерами, писателями. Для молодежи мы делаем встречи с предпринимателями, стараемся научить молодежь думать с точки зрения дела, с точки зрения бизнеса, с точки зрения важных ценностей, когда очень нужно что-то создавать, созидать и дарить другим людям. Для нас, для штаба «Татар Москвы», очень важно выработать в молодежи такое вот понимание, что по каждому из нас, по каждому татарину и татарке судят обо всей нации. Поэтому, что важно? Важно, как мы себя ведем, как мы одеваемся, как мы разговариваем, как относимся к образованию и самообразованию, как достигаем своих целей и какие эти цели на самом деле в жизни. И вот за этот год я увидела, насколько глубоко проработана методика штаба «Татар Москвы», методика работы с разными возрастами, с разными слоями населения, да, потому что среди нас есть студенты, есть работающая молодежь, есть совсем юные граждане, есть дети наших активистов, а есть взрослые люди. И для каждой категории мы находим какие-то свои мероприятия и приглашаем их к себе в гости, чтобы что-то интересное обсудить или что-то интересное сделать. Концерты, спортивные мероприятия, спектакли татарские, башкирские. На все эти культурные события в Москве обязательно ходят и наши активисты, и наши аксакалы, и студенты, и молодежь, предприниматели и так далее. На базе штаба «Татар Москвы» уже 7 лет идет работа по сближению и объединению всех тюркских народов, живущих в Москве и Московской области. На данный момент это уже очень большое сообщество, состоящее из самых разнообразных национальностей. Мы собираем вокруг себя разных людей, разные мнения, но все эти люди объединены одной общей целью – сделать этот мир лучше, сделать нашу жизнь лучше. А без объединения это сделать невозможно. Также у нас есть предпринимательский клуб, в котором, опять же, не только татары, не только башкиры, но и представители других тюркских народов. И внутри этого сообщества уже образуются совместные предприятия, какие-то общие проекты, общие акции. Периодически, буквально там 2-3 раза в неделю мне кто-то звонит и говорит: Лиля, а вот у меня есть такая идея, давайте что-то придумаем. А у меня есть вот такая организация, у нас вот организовалось такое сообщество, давайте совместим наши усилия, давайте сделаем что-то интересное. Идей очень много, и мне очень приятно, что я сама являюсь членом такого сообщества, в котором постоянно бурлят какие-то идеи, в котором постоянно находятся люди, генерирующие что-то интересное и производящие какие-то интересные вещи, предметы, культурные ценности, интеллектуальные ценности. Мы всем этим делимся, мы обо всем об этом рассказываем. Вы всегда это можете увидеть и на нашем YouTube-канале, и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, во всех соцсетях.
Можно все это обсудить, с удовольствием общаемся в комментариях, поэтому, пожалуйста, пишите, рассказывайте, возможно, и у вас есть что-то невероятно интересное, чем вам хотелось бы поделиться. Про штаб татар Москвы написали такие издания, как «Вечерняя Москва», московский журнал «Женщина и политика», «Аргументы и факты Узбекистан», «Казанские ведомости», московская газета «Мир новостей», «Известия Татарстана» и, конечно, «Бизнес онлайн». Интервью с Рустемом Фаизовичем Ямалеевым, Гульнарой Яруллиной и мной, Лилией Гадель, вышли на телевидении Республики Татарстан и в главных газетах республики. 2 раза за эти полгода штаб татар Москвы присутствовал на заседаниях и мероприятиях Общественной палаты Российской Федерации. И эта деятельность продолжится и в предстоящие полгода. Штаб татар Москвы завершил съемки 50 роликов о ветеранах войны. Ветеранов мы собирали в течение 3 лет, и это люди, которые живут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнекамске, в городе Пушкин и других подмосковных городах. 9 классны бітіргеннен соң сугыш башланды. Һәм мин 10 классны сугыш вакытында бітірдім. Сугыштан бітіргеннен соң ұзақта тұрмадым. Анда ай жарым, 2 айға якын бугай августның 21-інде мені сугышқа алдылар. Штаб татар сам издает книги, журналы, газеты. Вот буквально в декабре был издан замечательный календарь со словарем, разговорником, с интересными фактами о татарах и татарском языке. Была большая подготовка и замечательный результат по изданию книги «Узжиримде Устелем». В книгу вошли 110 статей обращений от известных, выдающихся людей Татарстана и других городов. Они рассказали свои мысли, свои пожелания татарскому народу, поделились своим взглядом на то, как сохранить наш язык, как сохранить культуру, искусство и традиции татарского народа. Начались презентации книги. В июле прошла презентация в Казани, запланирована презентация в Ижевске и Уфе, а также еще в 20 городах России, где компактно проживают татары. Книгу «Узжиримде Устелем» получат все татарские библиотеки, читальные залы, редакции газет, общественные организации, школы, детские сады. Все татары, желающие получить эту книгу, могут обратиться либо в продюсерскую компанию «Аксу», с помощью которой эта книга была издана, либо в штаб татар Москвы. За прошедшие полгода штаб татар Москвы снял и разместил на своем YouTube-канале около 60 фильмов с национальной тематикой. Вы можете посмотреть все эти фильмы на нашем канале в YouTube. Просим вас комментировать, лайкать, выражать свое мнение. Нам это очень интересно. 5 видеороликов были посвящены отдельно предстоящей переписи населения. В этом году штаб татар Москвы был принят в Ассамблею народов Евразии. И в сентябре штаб татар примет участие в Днях Ассамблеи народов Евразии, которые пройдут в Уфе, Республика Башкортостан. Штаб татар Москвы активно участвует в международных мероприятиях. В начале зимы штаб татар принял участие в Исламском форуме в Казани, а в июне этого года руководство штаба татар выступало с докладом на Конгрессе евразийской интеграции. В докладе Рустем Фаизович Ямалеев поделился опытом штаба татар по созданию сообщества тюркских народов в Москве и по организации предпринимательской деятельности совместной с тюркскими народами.
В июле в 4 городах Татарстана, Набережных Челнах, Актаныше, Казани, Нижнекамске, были ТВ-передачи, в которых штаб «Татар Москвы» пригласил студентов-первокурсников вовлечься в активную московскую жизнь татар и приехать в штаб «Татар Москвы», чтобы начать вместе проводить интересные встречи, ходить на футбольные, хоккейные матчи, принять участие в деятельности землячеств, которые есть практически в каждом институте. Также осенью пройдет мероприятие, которое называется «Первый намаз». Штаб «Татар» ежегодно проводит несколько таких мероприятий, где желающие освоить духовные практики ислама, желающие изучить религию, которую соблюдает большинство татар, могут научиться читать намаз и могут пообщаться с духовными наставниками, с людьми, которые работают в мусульманских организациях Москвы. В прошлом году штаб «Татар Москвы» принял активное участие в восстановлении православного духовного места, которое находится в селе Красный Бор Агрызского района. Этой осенью работа продолжится. Штаб «Татар» будет собирать средства, будет их вкладывать в то, чтобы восстановить имена и фамилии людей, которые там захоронены. Наверняка там есть и татары, знатные семьи, которые жили 200 лет назад, 100 лет назад в этих местах. На вторую половину сентября намечено большое заседание Совета аксакалов и активистов штаба «Татар Москвы» по дальнейшим планам, по мероприятиям, предстоящим на полугодие, а также по взаимодействию с такими организациями, как ВКТ и другими общественными организациями России. Штаб «Татар Москвы» регулярно проводит духовно-просветительские мероприятия, приглашает хазратов, исламоведов, ученых-теологов. В этом году, в мае, в месяц Рамадан, было проведено 10 ифтаров. Ифтары прошли как в Москве, так и в районах Татарстана, в нескольких городах. Сама я, как журналист, сняла очень много видеороликов с интереснейшими людьми. Знакомство с такими известными писателями, о которых я узнала только благодаря штабу «Татар», очень сильно обогатило мою жизнь. И общение с такими людьми многое в моей жизни изменило. Ну, просто потому, что это мудрые люди, интересные, это люди, преданные своему народу, своей земле, своему делу. У них есть чему поучиться. И вот понимаете, как получается? В лоне одной организации соединяются очень разные люди, между которыми происходит интеллектуальный и энергетический взаимообмен знаниями, информацией, какой-то энергией созидающей. И мне кажется, что это самое главное. Потому что если человек общается в таком информационном поле, в котором живут люди думающие, люди, понимающие, насколько важно нести в мир правильные культурные, духовные, интеллектуальные ценности, мне кажется, что общаясь в таком сообществе и в таком информационном поле, каждый из нас становится лучше, каждый из нас становится духовно богаче. Поэтому я приглашаю вас к нам в штаб. Посмотрите наши фотографии, посмотрите наши видео, присоединяйтесь к любому из наших проектов.